Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Возлюбленные о Господе, отцы, братья и сестры, сердечно всех вас приветствую и поздравляю с сегодняшним днем, праздником входа Господня в Иерусалим. Разделяет нас этот праздник от праздника Пасхи практически одна неделя, каких-то 6 дней. И вот сегодня мне бы кратко хотелось всех вас призвать к следующему. Если вы были внимательны к сегодняшнему евангельскому повествованию, вы слышали о том, что 2 человека особых находилось возле Спасителя. И вот на этих 2 особых людей мне сегодня хочется обратить ваше внимание. Это Мария, которая принесла к ногам Спасителя самые лучшие, самые драгоценные, все то, что она имела в жизни, мира, благовонное мира, и помазала ноги Спасителя. Но рядом находится другой человек, находится Иуда, который дерзает осудить этот поступок человека, который принес самое драгоценное Богу. И начинает рассуждать о том, что можно было бы это мира и продать, и раздать нищим, и так далее. Но Евангелие уточняет, почему так говорил Иуда. Потому что он был вор и хотел иметь некий неправильный прибыток от того, чтобы он сделал. Итак, сегодня мы должны понимать и знать, что всегда в церкви, всегда возле Господа, возле любой святыни всегда находится 2 типа людей. Людей, которые от души, от чистого сердца готовы принести Господу самое дорогое, самое ценное, благовонное мира, своей веры, своих дел, своей жизни и так далее. Навсегда рядом находятся и другие люди, которые готовы наши произволения, наши желания, наши стремления осудить, осквернить и так далее. Поэтому сегодня мне бы очень хотелось всех вас призвать. Впереди Страстная Седмица. Давайте, может, невзирая ни на что, ни на какие искушения и преткновения, постараемся провести ее достойно. Прежде 6 дней праздника Пасхи вошел Спаситель в град Иерусалим. И вот за этих 6 дней очень много произошло в жизни Спасителя. Очень бы хотелось, чтобы у каждого из нас, людей верующих, носящих это имя святое, христиан, произошло также очень много добрых дел, молитвенных, подвига поста и молитвы, чтобы мы действительно к Великой Субботе достойно подошли к этому празднику, чтобы мы действительно достойно встретили его и провели. Поэтому давайте с сегодняшнего дня уже так помаленечку, потихонечку будем себя настраивать на эту неделю, на эту седмицу, на Страстную Седмицу, потому что уже сегодня вечером священник, говоря отпуск, будет говорить такие слова. «Гряды Господь на вольную страсть». То есть Господь действительно идет на своевольные страдания ради нас и нашего ради спасения. Поэтому пускай вот эти слова простые, которые мы напоминаем очень часто, будут нам действительно той опорой, той подсказкой в течение всей седмицы, которая грядет впереди, чтобы действительно, кто не успел, пришли на причастие, на исповедь, кто не успел сделать доброе дело, успел за эту неделю сделать доброе дело и так далее. Чтобы мы пришли с плодами добрыми, плодами пред Богом к празднику Пасхи. Чтобы мы не пришли пустые, без исповеди, без причастия, без соборования, без ничего. Чтобы мы хоть что-то для своей бессмертной души успели сделать за эти коротенькие 6 дней. Они пролетят очень быстро. И вот наша задача – их провести эти дни достойно, чтобы действительно достойно встретить Пасху Господню. Аминь. Спаси и сохрани вас всех, Господь.